Привет, Кирюха. Рад был получить твое послание отцу. Скажу честно, был тронут, аж глаза были влажные, когда читал. Ты все верно понимаешь. Сын мой, рассуждаешь как взрослый, чему я бесконечно рад. Я также рад, что в твоем кругу общения также правильно расставлены акценты. Сын, сейчас твоя главная помощь мне заключается в помощи маме и присмотром за Никитой. И, конечно, я все же хочу, чтобы ты закончил юридический факультет. Подумай, уже второй курс, еще столько же и диплом в кармане. Мы же готовы с мамой помогать тебе столько, сколько сможем. Насчет работы тебе скажу так. Не бойся, ошибайся, опять ищи и только вперед. Это говорю я, правозащитник Судоленко, который также себя нашел после 30 лет. Я рад, что ты не бросаешь футбол. Надеюсь, в этом сезоне мы с мамой увидим, как ты забиваешь голы. Соглашаюсь с тобой. У нас сейчас на данный момент идет война, гражданская. Люди хотят свободы, люди хотят перемен, а их за это репрессируют. Кидают в изоляторы и штрафуют большими суммами, лишают работы. Сын, это все временно, и я в этом уверен. Выше голову и только вперед, только вперед. Мы прорвемся, обязательно прорвемся. Иначе бы я этого не начинал. И давно бы уже уехали вы все за границу. Привет, Никита, пишет папа. Как твои дела? Как учишься в школе? Я пока задерживаюсь в командировке, но скоро уже вернусь домой. Слушайся маму. И Кирилла, выноси мусор, убирай в своей комнате. Ты помнишь, я обещал тебе подарок. Ты его уже выбрал? Напиши мне название своего подарка и передай маме. Она мне отправит. Крепко обнимаю тебя и целую. Папа, Леня. Мне он пишет: привет, Кирюха, как дела, как работа, что нового? Я здесь некоторое время задержусь, конечно, не по своей воле. Мою мобилу изъяли. Я отказался сообщать свой пароль. Они сказали, что будут взламывать. Так что после возврата можешь мне посоветовать, какой мобильный телефон выбрать. Подумай сейчас, напиши об этом. Узнай, что стоит, сколько стоит, и сообщи мне. Пока я здесь, помогай во всем маме. Присматривай за Никитой. Если тебе нужна будет помощь, не стесняйся, говори маме от моего имени. Я вернусь, и все станет на свои места. Крепко всех обнимаю, твой папа. Я очень горд за отца, что он помогает людям в трудный момент. Все люди хотят быть под защитой, и мой отец как мог, так и помогал людям в непростых ситуациях. Поэтому я отношусь к этому только с положительной стороны. Это было днем. Мне позвонила мама, сказала, что не может дозвониться до отца. Я тогда был в университете на парах. Я, конечно же, ушел с университета, был дома, позвонил маме, позвонил папе, пытался написать. Мы целый день не знали, где он, что он, но уже начинали предполагать, что отца задержали. Насчет папы, вот, получается, я не знала сначала, где он. Мне говорили все родители, там, братья, все они пытались скрывать от меня в командировке, что потом мне начали подходить одноклассники и говорить, там, посадили ли твоего батьку, там, батьку посадили, в новостях было видно. Я сначала не верил, но залез в новости тоже. Я в школе начал плакать, именно в школе, меня пытались как-то успокоить. Я пошел до дома и узнал всю правду. Мне родители родные, там, братья рассказали, мама, все рассказали, и я понял. В несколько недель мне было очень грустно и скучно без папы. Я писал ему письма. Мой отец, Леонид Судоленко, осуществляет в Республике Беларусь правозащитную деятельность. И, как показывает практика, он осуществляет ее довольно-таки успешно. Поэтому со стороны власти так получается, что на него оказывают давление. В данный момент давление выглядит именно таким образом, что его задерживают, выносят какое-то обвинение. Хотя я считаю, что мой отец законопослушный гражданин и никогда бы не приступил закон.